Друзья, хочу вот такой вот небольшой ролик записать для вас. Что сейчас произошло вот у меня. Так, у меня тут немножко видео рендерится, поэтому компьютер тормозит. Тем более это еще интернет слабенький. Значит, вот захожу я на сайт МТС. Мой МТС, тут мой личный кабинет, вот мой номер. Так, и захожу, значит, в техподдержку, чат есть такой, да, в личном кабинете. Ну, мне нужно, у меня телефон, короче, после обновления, не знаю, прошивки или чего, или системы, ну, короче, Android, телефон Xiaomi, и там вся почему-то информация у меня исчезла, и телефон стал вообще под китайскую какую-то систему работать. Так, я вот не знаю, как это задвинуть. Так, ну вот, короче, смотрите, вот здравствуйте, там свыше, там, подождите, соединение с чатом идет, значит, чем могу вам помочь? Меня зовут Мария, пожалуйста, задайте свой вопрос, я буду рада вам помочь. Задаю вопрос. Привет, мне надо повторить смс-ки, которые поступали мне на телефон с 1 августа 2017 года. Ждем ответ. Иван, заказать детализацию вы можете в личном кабинете в разделе управления номером. Да-да-да-да, детализация. Обращаю внимание, что та-та-та-та-та. Мне детализация не нужна. Я просил сами смс-ки, да, вот делаю им как бы уточнение. Мне не нужна детализация. Мне сам текст нужен в смс. Вы можете просто повторно их направить? К сожалению, нет такой технической возможности. Тексты смс-сообщений у нас не сокращаются. Причем здесь сокращаются? Ну, и задаю вопрос. Но вы же спецслужбам сливаете информацию из смс? Отвечает. Иван, данная информация у нас не фиксируется. Ну, даю пояснение. Понятно, полиции, ФСБ, прокуратуре вы предоставляете по запросу тексты смс ваших абонентов. А абонентам, значит, нет. Логичная политика. Отвечает. Данная информация только по официальному запросу правоохранительных органов. Уточните, пожалуйста, у вас еще есть какие-либо вопросы? Иван, к сожалению, от вас не поступил ответ. Ну, как видим, я сохранил диалог. Вот нажимаете «Сохранить диалог». Вот здесь у нас идет загрузка. Вот открывается у нас текст. И здесь вот у меня скриншот я уже записал. Вот такая у нас политика в государстве. Значит, своих абонентов мы посылаем нахер. Для вас технической возможности нет. Но для режима у нас солнцеликого, силовиков, мы сохраняем. Хотя у нас пакет Яровой еще как бы не вступил в силу. Но все сотовые операторы, как вы можете догадаться, конечно же, хранят ваши сообщения у себя на серверах для правоохранительных органов по официальному запросу. Вот вам. Делайте выводы.